Даже небольшой дождь для местных жителей превращается в настоящее испытание. Непроходимые лужи, которыми заполняется вся улица Советская, даже после самых незначительных осадков, становятся серьезным препятствием, чтобы добраться до другой черты города. В машине сложно проехать. Что уж говорить о школьниках, которые каждое утро вынуждены добираться до учебы в обход через соседние улицы. Такой маршрут занимает почти километр. Наша школа находится где рядом с прудом, лицей. Нам нужно бывает 2-3 улицы обходить. И после этого только по тротуару идем. Мало того, что убитые дороги образовывают огромные лужи, доставляя дискомфорт жителям, так еще и при обильных осадках вода затапливает дворы, подвалы и навесы. Руслан Кадзоев в который раз подсчитывает убытки после очередного ливня. Если вы сейчас во двор пройдете и посмотрите, вы увидите, что двор затапливает. Вот с самой калитки, вот как тут можно даже водопад заснять, когда дождь идет, заливается все. Так как двор немножко ниже, эта вся вода заходит и вот заливает вот эту сторону двора полностью. Чем дальше по улице, тем глубже лужи. Ибрагим Зязиков живет здесь уже более 30 лет. Улица Советская нуждалась в ремонте еще в советское время, сетует он. Ибрагим неоднократно обращался в местную администрацию. Проблему жителей обещали решить еще при прежнем руководстве города. В местную администрацию обращались, ну, как обычно, у них в бюджете нет средств для устранения вот этих вот проблем. И мы как можем сами, вот, кто на тачках, кто лопатой, кто носилками, вот, заделаем вот эту вот бреши. Своими силами пытался решить проблему и сосед Ибрагима. Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, за свои собственные средства начал ремонт дороги. Однако, по-видимому, не суждено жителям Советска жить в комфорте. Эта канализационная труба и куча строительных материалов, оставленных другими соседями, не позволяет уложить здесь асфальт. Жители напрочь отказываются их убирать. Постоянные споры чуть не дошли до суда. Но проблемы так и не решили. Единственная надежда, что после новостного сюжета власти все же обратят внимание на проблему. А пока им остается только бить тревогу через социальные сети. Проблемы с ливневыми стоками и убитыми дорогами в Сунжи не новость. Правда, по Моздокской вода течет вне зависимости от погодных условий. Уже несколько лет из прогнившихся канализационных труб льется чистая питьевая вода. О том, откуда берет начало этот ручей, жители уже складывают легенды. Никто толком и не помнит, с чего все начиналось. Но факт остается фактом. Проблему никто не решает. В отличие от улицы Советской, обращения жителей Моздокской не остались неуслышанными. Трубы поменяли, но лишь частично, что в принципе никак не повлияло на суть проблемы. По этой трассе просто старые трубы лежат. Они прекрасно, в администрации знают, что здесь трубы уже старые. Полностью заменить. Если не заменить их, они будут так протекать. Пока жителям Моздокской такой ручеек не доставляет особых трудностей. Другой вопрос – нерациональный расход воды. Похоже, от прогнивших труб выиграли только соседские кошки. Амина Бокова, Рамзан Мержоев, Новости 24.